С вами Салтанат Кудайбердиева, и я рада снова вас приветствовать на канале Вкусный Дамду Тести Кыргызстан. В Бишкеке сейчас 6 часов утра. Последние июльские дни выдали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Люди спасались как могли. Кто-то находил утешение в переходе на удаленку под кондиционером, кто-то в объятиях природы. И, кстати, многие спасались от жары прямо недалеко от нашей столицы Бишкека, в национальном природном парке Ала-Арча. Кстати, там много чего интересного, поэтому предлагаю вместе со мной погрузиться в атмосферу данной местности. Ущелье Ала-Арча, одна из самых популярных туристических дестинаций Чуйской области, является национальным парком. Данная местность ежегодно принимает сотни тысяч туристов, как местных, так и иностранных. Приезжают люди из-за границы, издалека, есть и французы, и американцы, в общем, бразильцев даже встречала. Заповедник расположен в нескольких минутах от Бишкека и богат достопримечательностями, поэтому туристам предлагается более 10 маршрутов, самые популярные из которых прогулки по парку, к реке Ала-Арча и к водопаду Ахсай. Маршруты вообще все делятся по категорийности, от однерки до шестерки. Вот. У нас есть пики, которые даже четверочка. Это вот пик Корона. Любители активного отдыха идут дальше до хижины Рацика, которая служит базовым лагерем для восхождения на большую часть аларчинских вершин. Отсюда начинаются многочисленные тропы на такие пики, как Корона, Адыгене, Комсомолец, Учитель, Пионер и Семенова-Тиньшанского, который находится на высоте 4876 метров. Нас сегодня ждет один из сложнейших однодневных походов. Сначала до хижины Рацика, потом, если повезет с погодой, и до ледникового озера Учитель в ущелье Ахсай. В общей сложности мы должны преодолеть около 16 километров и подняться на высоту более чем 3000 метров над уровнем моря. Мы будем проходить по ущелью Ахсай, потому что Ала-Арча делится на 3 ветки, само ущелье. Будем проходить 2 водопада. Ну, правда, видно их будет только издалека. Второй водопад можно подойти, но я думаю, что не будем тратить силы и время. Хижина Рацика расположена у подножья Аксайского ледника на высоте 3200 метров. В среднем, по словам гидов, неподготовленный человек может пройти этот путь в течение 4 часов. Интересно, в честь кого же была названа эта местность? Согласно информации, размещенной в Википедии, Владимир Рацик был советским альпинистом, победителем чемпионата СССР по альпинизму в классе высотных восхождений в 1950 году. Он был одним из первых, кто покорил несколько вершин на Тиньшане и Памире, и одним из основоположников альпинизма в Кыргызстане. Старайтесь не отставать. Вперед меня никто не выходит. Даже те, кто я хорошо хожу, я могу быстрее, давайте я пойду чуть-чуть вперед. Нет, строго за мной. Группа у нас сегодня небольшая, я у вас одна. Вот, чтобы все были рядышком, под присмотром. И потом уже начнется подъем. Там будем останавливаться часто, но коротко. Долго останавливаться нельзя по одной простой причине. Когда вы начинаете идти, вы начинаете привыкать, все системы организма начинают привыкать к нагрузке, к высокогорью. И, соответственно, если вы останавливаетесь надолго, это расслабление, начинает дубеть ноги, начинает сбиваться дыхание. Поэтому будем делать короткие остановки, вдох-выдох, чуть-чуть ножки встряхнули и потопали дальше. За воротами дороги расходятся. Одна ведет к горам, другая к реке. То есть можно не спеша вдоль нее прогуляться. Самая высокая вершина, которую вы преодолели за вашу жизнь? Вот это, наверное, Адыгене. 3600. Да, 17 числа.
Первый лесной участок, где так много диких ягод и других редких растений, я прошла без каких-либо проблем. А вот следующий маршрут, подъем к разбитым скалам, которые называются «Разбитое сердце», уже дался не так просто. Но это того стоило. Отсюда открывается прекрасный вид на национальный парк Ала-Арча. Камни называются «Разбитое сердце». В этой области есть большое разбитое сердце. И оно, похоже. Вот назвали тоже так же. То есть никакой легенды? Нет, да, просто такую ассоциацию вызвала, ну и вот назвали так же. Хотя не очень похоже с тем местом, там прям вот реально как сердце такое расколотое. Вот, а здесь только если снизу смотреть, немножко похоже. Ну, обычно маршрут туда-сюда только доходит, да? Многие маршруты, пешие туры. Это если просто прогулка, тогда да, доходит сюда. Еще доходит вон до того водопада. Где? Это как раз вон, да? Он, да, вон. Вот возле того водопада у нас тоже будет стоянка. Ну, часто доходит до него. И все, да? И разворачивается обратно, да. Это половина нашего пути. То есть дальше еще сложнее, да? Дальше будет трэш. Тропы вдоль горы над обрывом легко преодолимы, пока вы идете, наслаждаетесь видом на водопад Ахсай, который уже издалека вас приветствует. Вот нам нужно вон туда. Есть несколько рекомендаций от экологов по тому, как нужно правильно относиться к природе, к окружающей среде. Я бы сейчас их перечислила, но наш гид сказал, чтобы мы меньше разговаривали во время пешего тура, чтобы не сбивать нашу дыхательную систему, чтобы дышать было легче. Так что я лучше эти рекомендации вам зачитаю, а вы, пожалуйста, примите их к сведению. Рекомендации очень простые и легко реализуемые. Все, что вы взяли с собой в поход, унесите обратно. После себя нельзя оставлять никакой мусор, тару и даже органические отходы, как банановая кожура, чайные пакетики и несъеденные бутерброды. Ничего не берите с собой с природы, не ломайте ветки, не собирайте охраняемые растения и ничего не выкапывайте. Всегда предпочитайте многоразовую посуду, тогда не будет вот такого мусора. Умывайтесь и мойте посуду только на берегу, а не в водоеме и не в реке. Пользуйтесь проложенными дорогами и тропами, чтобы не портить ландшафт без надобности. Название парка в переводе с кыргызского языка означает «пестрый можжевельник», потому что арчи здесь очень много, и все они разных размеров. Также есть тяньшанские ели, пихты, тополя, березы, альпийские цветы, дикие ягоды. В целом растительный мир парка, как пишут специалисты, необычайно богат. 600 видов растений и 70 разновидностей деревьев и кустарников, часть из которых обладает уникальными лечебными свойствами. Многие виды зверей и птиц, которые здесь обитают, занесены в Красную книгу. Говорят, что можно встретить и снежного барса, и туркестанскую рысь. Охота здесь строго запрещена. Кстати, заповеднику уже 40 лет. Он был основан в 1982 году.
вот и вторая речка. Ух ты, смотрите, какая красотища. За речкой начинается лесополоса, здесь дороги расходятся. Совсем другая дорога, этот маршрут идет к водопаду. Мы сегодня туда не попадаем, потому что это совсем другой маршрут. Мы идем мимо этого водопада. Так что то, что я увидела издалека водопад, вот, в принципе, я этим и ограничилась сегодня. Мы идем по второму пути вверх. Тут начинается самая сложная часть нашего маршрута. Резкий подъем по камням, другими словами, по морению, по скоплению обломков горных пород, которые образуются перед движением ледников. Зелень исчезает, появляются нескончаемые суровые холмы. Тут, честно признаться, можно и горняшку поймать, так называемую горную болезнь, потому что воздуха реально не хватает. Кто-то из иностранных туристов, уже спускаясь с пиков, покалечил свою ногу. Пока мы поднимались, он сидел на камнях, не зная, что делать. Мы не смогли мимо пройти, и наш гид оказала ему первую помощь. Позже и нам понадобилась помощь. Спустя несколько минут разыгралась непогода. Темные грозовые тучи обволакивали горы, а вместе с ними и нас. Я первый раз в своей жизни смогла прикоснуться к ним. Было немного страшновато, потому что там на вершине облака не ползут, а стремительно летят. Унесет. Потом по вот этим речкам. Да. Да. А я пока разбираюсь. В непогоду, видите, здесь сильный дождь, поэтому мы возвращаемся, разворачиваемся назад. В общем, коллективно было принято решение возвращаться назад. Во-первых, некоторые участники группы были без дождевиков, и они промокли до нитки. Впрочем, от разыгравшейся непогоды замерзли все. А чем дальше в горы, тем больше было бы и снега, и тумана. К тому же, чтобы добраться до хижины Рацика, нужно было подниматься, как нам сказали, чуть ли не в обнимку со скалой, по веревке вверх. А в такую погоду делать это простым туристам небезопасно. Чеки пошли. Уже дорога скользкая, неудобно для спуска. В программе у нас должны были быть 3 подъема и конечная цель – озеро Учитель. В итоге нам удалось подняться до высоты почти 3000 метров над уровнем моря, а это больше половины всего маршрута. Тоже считаю неплохим результатом. Пока спускались, думали по дороге посетить водопад, но и там был сильнейший ливень. Пришлось пройти мимо. Снег. Вот когда мы шли, не было снега. Вот это вот свежий снег. Только что выпал.
Представляете, что там сейчас творится? Чем ниже мы спускались, тем меньше было осадков и теплее становился воздух. В общем, к этим климатическим сюрпризам, видимо, нужно заранее хорошо подготовиться. С чем вы сравнили? Фрагменты из фильмов, когда альпинисты взбираются на пик, вершину, и там непогода. Вот это да. Да. Сегодня прям очень жестко все было. И у нас сегодня мы как альпинисты попали У нас, в такую да. стихию. У нас даже наш гид, это была в новинку даже для нашего гида. Представляете? Что такой погоды не было. Такой вот погоды, оказывается, давно не было здесь. И она, когда сегодня попала, сама попала, да, в такую непогоду, Да. сама в шоке осталась. А мы вообще... И хлюпает в ее ботинках вода. И мы тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну... Здравствуйте. Удачи вам. Спасибо. Настоящие покорители вершин. Какие они. А мы вот такие. Мы такие обычные. Мы идем же, да, мы тоже как туристы. Но мы сравниваем себя с теми, которые вот к нам навстречу идут, да. Они совсем таким очень серьезным снаряжением идут, да. Да, Это настоящие покорители вершин. Вот опять мы их Да. встречаем. Их так много. И так много. Я честно, И да. тоже на погоду, да, не смотрят. Они вообще не смотрят на погоду. Молодцы! С ночевкой, да, Здравствуйте. идете? Здрасте. Вам погода нипочем, да? О, видите, как классно. А мы вот зависим от погоды. А мы свернули. Да, нам пришлось свернуть. Да, вот люди вон идут. И в дождь, и Да. в снег. Им главное покорить вершину. Да? Но мы тоже хороши, да, Алена? Мы очень хороши. Мы И вообще- мы такую красоту увидели, ради этого стоило. Снег увидели, что выпал. Да. В городе сидишь и ничего не видишь. А здесь такая погода, природа погода непредсказуемая. И Классно. природа радует своим Да, очарованием. после дождя здесь стало еще свежее. Сразу, да, прям вот запах, чувствуется. запах травы, Свежести. да, диких ягод. Они как-то по-новому, что ли, Да, с особым каким-то с особым запахом, обонянием. Ага. В общем, круто. Не знаю, вот эту, мы не можем сейчас вам передать вот эту атмосферу, да? Ощущения, впечатления, эмоции, переполненные Вот именно вот, этой энергией, Ага. радостью, счастьем. хоть и не дошли до пункта назначения, до главного нашего пункта назначения, но зато эмоций хватило. Только спускаясь, мы могли по-настоящему насладиться красотой природного парка. Когда мы поднимались, много оставалось за нашими спинами, потому что мы были больше заняты собой. Мы больше уделяли внимание дыханию, общему нашему самочувствию. Давайте я официально вам представлю Алену, которая уже несколько раз появлялась в течение всего нашего выпуска. Я продолжаю рассказывать о женщинах в туризме. Алене 53 года, и она путешествует уже очень давно. В будущем намерена посетить еще ряд самых популярных природных достопримечательностей нашей страны и даже покорить несколько вершин. Давайте пожелаем ей больших успехов! Подобного рода походы, по словам специалистов, помогают понять движение и динамику жизни. В путешествии все ваши жизненные ценности обретают смысл. Вы находите то внутреннее спокойствие, к которому неосознанно стремитесь. Природа и физическая активность способствуют тому, чтобы вы сосредоточились на настоящем, освободились от негативных мыслей и начали понимать нужды своего тела. А вершины и тропы, по которым вы проходите, тренируют ваше тело и очищают вашу душу. Кстати, я заметила, когда нас сопровождают девушки, женщины-гиды, то туристы более дисциплинированы и организованы, возможно, потому что путеводительницы чаще помогают, заботятся и более внимательны к участникам тура. С девушками меньше спорят. Ну, по крайней мере, со мной. Все-таки есть плюсы, да? Да. Как регулярно, да, у вас такие выезды случаются? У нас, ну, по крайней мере, у меня выезды каждую неделю.
воскресенье. То есть все выходные я в горах. Чтобы Вы уже- детей видеть, они частенько ходят тоже со мной. Они тоже любят С собой горы. берете, да, Они значит? взрослые, да. В горы прям берете? Прям Да. Сыну у меня почти 17. Ух ты! Дочке вот уже через месяц 14 будет. Это страсть к этой работе. Да, конечно. Да, или это все-таки зарплата хорошая? Ну, зарплаты у нас, в принципе, как и у всех, как и по всей по стране, такие, скажем, средненькие. Ну, скажем так, на зарплату гида, если только на зарплату гида, не проживешь. Вот, поэтому это должен быть обязательно какой-то еще дополнительный доход. И больше это как хобби, такое, да? приносящее еще некий достаток большой. Получается 3-й год. 3 года вот именно по горам лазите. Да, ну 3 еще нет, но уже вот-вот. Нет, это в качестве гида. А так в горах я с 13 лет. Ух ты! Да, в общем, почти все время здесь. Несмотря на то, что заповедник является одной из самых посещаемых природных достопримечательностей нашей страны, говорят, что здесь еще есть места, куда не ступала нога человека. Так что путешествовать по неизведанным локациям заядлым туристам, похоже, только предстоит. На самом деле информации по здешним достопримечательностям не так много. К примеру, мне так и не удалось узнать, почему ледник и пик называются учителем. Надеюсь это выяснить в следующий раз. Мы были вот здесь, 2300, потом мы были здесь, потом мы были вот здесь. И чуть-чуть не хватило, чтобы дойти вон до сюда. Мы вернулись, наш поход продлился всего несколько часов. Немножечко обидно от того, что мы не достигли своей главной цели, но зато это повод еще раз сюда вернуться, чтобы обязательно посетить ледник Учитель. А с вами была Салтанат Куйбердиева, и вы смотрели программу «Вкусные дамду. Тести Кыргызстан». Всем пока!